Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Уважаемый председатель Китайской Народной Республики господин Си Цзиньпин, уважаемые главы центральноазиатских государств, дамы и господа, прежде всего позвольте выразить слова сердечной благодарности председателю Китая господину Си Цзиньпину за гостеприимство, радушие и создание прекрасных условий для совместной работы. Проведение первого саммита Центральная Азия-Китай в древней столице городе Сияне глубоко символично. Именно в этом старейшем городе берет свое начало Великий Шелковый путь. В этой связи хотел бы отметить, что в этом году исполняется 10 лет с момента провозглашения председателем Си Цзиньпином инициативы «Один пояс, один путь», которая приобрела глобальный охват и измерения. Эта инициатива особенно актуальна и востребована в наши дни. Убежден, что сегодняшний саммит придаст новую динамику углублению и расширению традиционно дружественных отношений между нашими странами и Китаем. Мы нацелены на укрепление политических контактов, ускоренное развитие торгово-экономических связей, объединение усилий в противодействии традиционным и новым угрозам и вызовам миру, безопасности, стабильности и развития в регионе. Повестка саммита в полной мере отражает наши цели и наше общее стремление к многоплановому сотрудничеству во благо совместного развития. Создаются более 10 механизмов и платформ для совместной работы, что свидетельствует о большом потенциале и востребованности нашего формата. Уверен, что эти документы отвечают интересам наших стран и общим интересам долгосрочного совместного развития. Вызывает интерес идея об учреждении специального органа, секретариата, который мог бы координировать общую работу. Полагаю, что внешнеполитические ведомства наших стран предложат нам взаимоприемлемый и эффективный рабочий механизм. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, говоря в целом о нашем центральноазиатском регионе, о его потенциале перспективах развития, я хотел бы обратить внимание на следующие моменты. У нас в народе говорят: хороший сосед ближе дальнего родственника. Для всех нас высшее благо, что наши народы и страны
с незапамятных времен и до сегодняшнего дня поддерживают прекрасные отношения с Великим Китаем, нашим добрым соседом, надежным другом и партнером. Для наших стран это может стать большим преимуществом, если наш регион будет формироваться в качестве единого геоэкономического пространства, в котором успешно формируются все формы экономического сотрудничества и взаимодействия. Совместная реализация одного пояса, одного пути Китая и его сопряжение с национальными стратегиями развития наших стран, уверен, дадут мощный экономический эффект. В этом контексте хочу отметить, что драйвером роста экономик Центральной Азии является развитие регионального транзитного, транспортного, логистического потенциала. Именно его первоочередное активное развитие стимулирует интеграцию в мировую экономику и обеспечит связанность внутри нашего региона. Как гласит китайская поговорка: «Хочешь разбогатеть – построй дорогу». В этом контексте хотел бы отметить значимость проекта строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан, которая призвана стать важным звеном одного пояса, одного пути.
Дворец Кужун отражается в водах Чуйтян. Встреча в Чанане. Прием дорогих гостей. Турага Джугурку-Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев посетил штаб-квартиру парламентской ассамблеи тюркских государств Тюркпа в Баку, Азербайджанская республика. Сначала Турага принял участие в открытии кыргызской юрты, которая подарена Джугурку-Кенешем и установлена на территории офиса организации. Нурланбек Шакиев выразил поддержку идеи установки юрты в офисе ассамблеи, которая объединяет парламенты братских дружественных стран. Юрта является бесценным наследием, переданным нам предками, и я уверен, что ее присутствие здесь позволит посетителям погрузиться в атмосферу кыргызской культуры и притронуться к уникальному убранству кочевого жилища, сказал он, выразив пожелание, что юрта стала местом братства и согласия. После этого с участием Турага состоялась церемония посадки саженцев. Нурланбек Шакиев также встретился с генеральным секретарем Тюркпа Мехметом Сурейя-Эр и получил подробную информацию о деятельности объединения. Напомним, парламентская ассамблея тюркоязычных стран Тюркпа была создана 21 ноября 2008 года в результате Стамбульского соглашения, подписанного представителями парламентов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции в Стамбуле во дворце Долмабахче. 29 сентября 2009 года был принят регламент ассамблеи и положение о секретариате, а главный офис был размещен в Баку.
Şuşasının Medeniyet Payitahtı 2023 açılış mərasimində toplaşmışdır. 12 мая при совместной организации Министерства культуры Азербайджанской Республики и Тюрксой состоялась официальная церемония открытия года «Шуша. Культурная столица тюркского мира-2023». В соответствии с указом президента Азербайджанской Республики о мерах, связанных с объявлением города Шуши культурной столицей тюркского мира, на 2023 год торжественная церемония состоялась в Шуше. В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры Тюрксой Султан Раев, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Умуралиев, председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Ганира Пашаева, министр культуры Адиль Керимли, министр науки и образования Эмин Амрулаев, президент Международного фонда Тюрксой культуры и наследия Гюнай Эфендиева, официальные лица, мастера искусств и коллективы из тюркских государств. Выступивший на церемонии министр культуры Адиль Керимли выразил удовлетворение приемом гостей в Шуше, культурной столице Азербайджана. Министр отметил, что этот год насыщен важными историческими событиями для Азербайджана и тюркского мира. Так, с большой торжественностью отмечается столетие Гейдара Алиева, основателя независимого Азербайджана, общенационального лидера азербайджанского народа, одного из бесценных лидеров тюркского мира. И в связи с этим 2023 год объявлен годом Гейдара Алиева в Азербайджане. Город Шуша, культурная столица Азербайджана, избран культурной столицей тюркского мира на этот год. А в тюркском мире с большой торжественностью отмечают столетие Турецкой Республики и 30-летие создания Тюрксой. Пользуясь случаем, поздравляем всю семью Тюрксой с этим событием. Министр отметил, что объявление Шуши культурной столицей тюркского мира на 2023 год является проявлением особого уважения, проявленного к Шуше со стороны тюркского мира. Шуша – город, имеющий большое духовное значение для азербайджанцев. Этот город имеет большое значение в судьбе нашего народа, в его истории, культуре, на пути его национального развития. Шуша – город поэтов, писателей, художников, архитекторов, композиторов. Сегодня эту политику успешно продолжает президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев. Фонд Гейдара Алиева во главе с первым вице-президентом Азербайджана госпожой Мехрибан Алиевой проводит в Шуше различные местные и международные культурные мероприятия. Проводятся масштабные работы в направлении восстановления нашего культурного наследия. Сегодня Тюрксой, работающая уже 30 лет, стала авторитетной организацией в международном мире. Своей эффективной и продуктивной деятельностью Тюрксой постоянно вносит свой вклад в приверженность наших народов своим историческим и культурным корням и в процессы их взаимной интеграции. В завершении своего выступления министр выразил благодарность специальному представительству президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, секретариату Тюрксой, соответствующим учреждениям и всем, кто внес свой вклад в проведение мероприятия. Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов рассказал о реставрационных и строительных работах, проводимых нашим государством в Шуше. Он сообщил, что уделяется внимание созданию культурной инфраструктуры в Шуше. Генеральный секретарь Тюрксой Султан Раев рассказал о деятелях литературы и культуры, которых Шуша исторически дарила Азербайджану и тюркскому миру в целом. Он отметил, что Тюрксой всегда будет уделять внимание популяризации культурного наследия Шуши. Bugün Türk dünyasının madani borboru Şuşa'nın açılış saltanatı oldu. Çalpı Türk dünyasının bizim öner adamları, iskustu adamları geldi. Şunda öyle bizim ministerlerimiz geldi, qo'mduk işbirlerimiz geldi, siyasetçiler geldi. Sebebi Türk dünyasının borboru Şuşa'nın açılışı biz için öte maneli mesela. Birinci yolu Şuşa Karabağ azat bolgandan keyin, erkin bolgandan keyin ötüp atkan eng çoğ bizning iş-şarabız. Bugün bu dagı bir jolu Türk dünyasının, Türk ellerinin, Türk mamlaketlerinin birimdigini gösterdi. Oşol şurada bizning birimdigimizin jogorku simbol ekendigin biz bugün gördük, sezdik, tuyduk. Şonduktan Şuşa'nın bugünkü açılış saltanatı, bir yıllık madaniyat borboru atalışı kut bolsun. Elimiz Türk dünyası daima bir baravar olsun. Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Умуралиев подчеркнул важность отношений между тюркскими государствами и необходимость культурного фактора в этом контексте. Он сказал, что последние годы главы тюркских государств приняли очень важные решения. Şuşa'daki işçarada bizim Türk Türk mamleketlerinin
кулинария дамыл остойдық. Бары біріміздікіне жақын бұл азық-түліктер бұрық дамдығы. Әлемі біздің Қырғызстан өзіміздікі бұл өзгөчөдө. Соның үшін бардығы жақсы. Посол Азербайджана в России, народный артист Полат Бюльбюль-Аглы, выразил удовлетворение пребыванием на родине. Он поделился информацией о создании и деятельности Тюрксой. Затем были вручены награды Тюрксой. Позже была представлена концертная программа. В завершении председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, вручил премию Бахтияра Вагабзаде генеральному секретарю Тюрксой Султану Раеву. Следует отметить, что 31 марта 2022 года в городе Бурса Турецкой Республики решением Постоянного совета министров культуры стран-членов Тюрксой город Шуша, наша древняя колыбель искусства, Мугама, был объявлен культурной столицей тюркского мира на 2023 год. Напомним, что основа проекта «Культурная столица тюркского мира» была заложена в 2010 году на 10-м саммите глав тюркоязычных стран, состоявшемся в Стамбуле.
Согласно решению, каждый год один город тюркского мира объявляется культурной столицей. На сегодняшний день города Астана в 2012 году Казахстан, Эскишехир в 2013 году Турция, Казань в 2014 году Татарстан, Россия, Мерв в 2015 году Туркменистан, Шики 2016 год Азербайджан, Туркестан 2017 год Казахстан, Кастамону 2018 год Турция, город Ош, Кыргызстан 2019 год, Хива в 2020 году Узбекистан и Бурса 2022 год Турция были культурной столицей тюркского мира. Шуша – 11-й по счету город тюркского мира, выполняющий эту миссию.
Qarabağ kompozisiyası, Azərbaycan Respublikası, ifa edirlər Mirələm Mirələmov, Kamilə Nəbiyeva və Türk dünyasının solistləri. Sevgilim seyre çıxa, burada gelir baharı.